Пусть ловят. Завтра, если все сработают, хотя бы половина жерлиц сработает, уже хорошо. Все. До встречи. До вечерней встречи. Ветер поднялся, снегопад, как бы он не нужен был. На кухне теплее. Все. Поехали, пока не стемнело. Ну что, друзья, всем доброго вечера. Ужин в знатной избушечке. Прикинь, такая изба была, а? А что, в принципе, электростанцию и все будет все так же. Да. И кирпичную печку обязательно. Железная печка это хорошо, изба быстро нагревается, но кирпичная зато если нагрелась, то можно не подкладывая спать комфортно. Я вчера вот нетопленная изба была, я 2 раза подложил, и печка накалилась, комфортно поспал, вообще шикарно. Ждал Иван Григорьевича вчера. Я говорю, ну посидим вечерок. Не приехал. Я даже один не стал распечатывать бутылку. Думаю, что это у нас? Калинов родник. Да. Это не спиртной напиток, это Калинов родник. Рыбацкий напиток, так называется, серии Калинов родник. Газированная даже. Газированная. Что, попробуем Калинов родник? Ну и как же. На ужин у нас сегодня перловая каша солдатская с мясом, яблочки на десерт. И это что, Григорьевич? Глухарь. Глухарь. Куриный. Куриный глухарь. Дай Бог. Дай Бог всем здоровья. Все, чтобы были здоровы. Давно уже в избушках не сидели мы. Сколько? Да. Месяц? Два, наверное. 2, наверное, месяца. Не были на посиделках. Так что у нас... Так что всем здоровечка. После этого, наверное, после норки-то, наверное, не сидели мы, когда норку-то видели. Да. А ты заснял же ее? Да, все уже, все смотрели уже. Смотри, это щуку и отдает. Значит, завтра щуки будет? Да. 2-то точно будет, а? Вчера 2, сегодня 2. Пора и честь знать. Ну да, можно и 4 уже. Но сегодня, правда, 2 сошло. Ну, одна я чувствовал уже, она дергалась, сошла. Вторая была покусанная. Вот перемешаешь кашу, соль нормально. Это хорошо перемешаешь. А если, вот видишь, надо по-другому попробовать. Я сверху посолил, сверху приправа с каша соленая, мясо пресное. На мясо кинул, мясо получилось пересол, каша пресная. Надо вот как-то думать по-другому. Ждем ледостава. Будет лед, половим на лимон. Саня с Серегой вроде тоже хотят, ну, половить в этом году. Да. Так что на 4 работа придется. Ну, по 2 пешни придется, да и все. Конечно. Они просто, видишь, не занимались, что, как. Я сейчас навязал, где-то крючков 30, наверное. Крупных. Мне Ирина Баранова в Питера выслала двойник. Такой раз-два. И здесь маленький крючок. Тройник. Необыкновенный тройник. 2 крюка больших, а тут маленький. Хочу их попробовать. Как они. Это на первый крючок. Второй у меня средний крючок будет. Универсальный, то есть на малявку буду цеплять, он и на лима любого выдержит. И язя крупного может, хариуса вот это. А третий чисто у меня будет крючок на язя, хариуса, ну, с тонкой... Мелковатый, да? Мелковатый. На малявку буду ставить хариус, язь, окунь. Ну, щука. Щука перекусит сразу. Если попадет на малявку. На тонкую леску. Первая цене. Первая леска у меня 0,9. Вторая 0,8. Минут 6, не помню. А я вон поставил эту. Вот эти есть шнуры. Шнур. Он 30 килограмм выдерживает. Она не перегрызет его. Я вот 2 тут завязал. Она будет чмакать. А, которая на спиннинг этот? Ну, шнур. А что я твою курицу
Почему моя? Ваня раскидала, раскидала, я Это оттуда. наша. Это уже наша курица. Все правильно. Так, давай. Между первой и второй, наверное, сразу. И сейчас. Здесь у нас интернет есть, так что зачитаю последние комментарии. Немножко. Потому что Сейчас я, блин, помаленьку, куплю себе смартфон и буду тоже смотреть. смотреть. Представляете, у Ивана Григорьевича даже смартфона нет нормального, он не сможет смотреть фильмы с его участием даже. Ну сейчас Не смотрел, говоришь, да, на выходных? Ну, сейчас у дочки смотрел, жене понравилось. Тоже смотрел, Купи, да? купи, что тебе? Ну, что тебе 10 тысяч этих? Купи. Я говорю, ну, где я куплю? Серега говорит, я 11 закажу, у них скидка 11. Сегодня. 11. Сегодня, да? Да, скидка. На Алиэкспрессе, что ли, хочешь? Да, где-то он там закажет. Там, ну, 8 тысяч, говорит. Я, да ладно, бог с ним, раз она уже сказала, купи. На Алиэкспрессе там кот в мешке может нормально Так попасться. вот я и за что и говорю, Серега, нет, говорит, там парень знакомый, говорит, это он уже не один выписывал. Потому что тут в магазине купил, что-то сломалось, ты вернул в течение года, да и все, а туда уже не вернешь. Вот я ему и говорю, он говорит, парень, налаженный этот канал, он гарантирует. Я говорю, ну, ежели гарантирует. Так, подай термос, пожалуйста, я сейчас налью, пусть остывает, чай пить тоже охота. Вот. Мы сегодня даже термос не открывали, до того дорыбачили. Да, А, твой открывали? да, довела это, окунь до щука, блин, довели до того, что чуть термоса не замерзли. Нет, но все-таки мы нашли своего окуня Ну, на светлом-то, Ну, порыбачили. я и говорю, под темноту он 40, клюнет. 40 штук все-таки вытащили. Да, он клюнет. Да, мы бы поймали больше, я же сколько там... Там, Ты баловался блесной. там 7 поймал, там 4, 11, там один, где-то штук 15 выдернул. И потом я решил поблеснить. От блесны, конечно, удовольствия больше получаешь, но время-то потеряли, пока он поклевал-то. Да. А я тоже Дай это... хотел тоже его наколоть, но время тоже упустил, а так бы... Он поклевал буквально полчаса, наверное, Да, да, и и все. клевал хорошо так. Или место нашли. Да нет, не место, наверное, Нет, время он- пришло, вот да. буквально полчасика. Вот он поклевал, и такой всё. перед темнотой всегда клюет. Покойный мельник мне говорил, мы рыбачим день, блин, плохо, ну клюнет, ну не так. Я говорю, ну может, Слава, говорю, пойдем домой уже, ну уже сумерки. Он говорит, сейчас под темноту, говорит, по десятку поймаем. Блин, как в воду смотрит. Вот поднимает, смотрю, тык, тащит, тащит. На озере здесь окуня? Не, на устье Соевой. А, окуня. Да. И окушки такие приличные. Он говорит, под темноту крупный, он со дна поднимается и рыщет как бы что-то где-то. И вот под эту темноту, говорит, а на светлом тем более вода чистая. Ну да, он А видит когда, леску. да, когда вот уже сумерки, он наживку видит. Ну, я что-то последнего блесну и гонял, думаю, может лески уже не видно, блесна блестит, думаю, Ну, он может что хапать будет. Да. Тыркнет, бывает, а Вот уже в сумерках там 3 штуки вот я поймал, вот 2 с одной лунки, думаю, ну началось. Нет. Потом опять пошел раз, один, да вроде не крупный-то, а хапает все равно. Один год, вот где мы вот тут, где Володя рыбачил, где вот эти мужики рыбачили, куда мы пришли. Мгм. Мы туда пришли тоже у Игоря с отцом. Пришли, короче, я все мормышки, какие вот там же целая коробка выложил, привяжу эту, тык, так и так, так и так, ни в какую, ну все. Остается чертик такой, знаешь, с 3 крючками. Мгм. Думаю, дай-ка этого чертика привяжу еще. Привязал, короче, кинул лунку, леска зацепила, леску отцепляю, хоп, окунь. Буквально вот столько от льда. Я, короче, подкрутил, сколько там распущено. Кидаю, тык, иди сюда, до окуня, блин, такой стандарт.
Лева, ну, отец Игоря сидит рядом. На что пошло? А, я еще ему говорю, да все, я не знаю, что делать. Я говорю, все мормышки перепробовал, вот 20 штук, все перевязал. Ну, не клюет ни у кого. Вот сидят все, ни у кого не клюет. А народу было много. Потом я этого чертика раз, ну, блин, ну полметра от льда окунь. Он даже не дает упасть. Я так раз и сразу есть на. Я говорю, смотри, что. Он говорит, Юлка, так у меня же есть такая ведьмочка. А он не чертик называет, а ведьмочка. Так у меня же есть. Ласково. Да. Привязывает. И, короче, мы начали. Мужики, на что клюет? На опарыша. На дне, вверху, на самом дне. Короче. Немножко от дна отрываешь, да? Да, короче, мы тут натягали, блин, этого окуня. Потом, ну, мужики же с нами были, это Майоров все. Майоров пришел. О, ничего себе, он пошел аж туда. Короче, бурит и идет, идет. И Ильич был еще. Короче, пришли, я говорю, Саня, ну, не знаю, вот на такой глубине берет. Вообще глубина 70 сантиметров. А сегодня не пробовал на мелкой глубине? Пробовал. Я ее отсюда ее опускаю, так опускаю. Пару раз останавливаю вот на больше метра от дна. И потом Саня встал. Какой? Я говорю, чертик. О, у меня черная есть. Да. И вот он тоже тык, хоп, нет. И пошло дело. И он ловит. Надеюсь, этот лед, третий лед уже, наверное, остановился. Сегодня уже ходили без лыж. Без. Уже ходили уже 5-4 сантиметра лед. Потрескивает местами, но это уже лед. Но это уже не страх. Это уже, Это да, так. нет такого страха, который на втором был вот этого. Да. Что этим полосами. Ну, не знаю, завтра мы пойдем опять на то озеро, где был второй, прощались со вторым льдом, посмотрим, может там тоже льда нету. Может там он полностью растаял и по новой начал схватываться. Может наши жерлицы уже утонули. Все мы узнаем завтра. Ну, дай Бог. Дай Бог. И пусть не говорят, что не рыбачим. Да. Рыбачим, да еще и как старались. 11 ноября. Сегодня надо заказать с Алиэкспресса с корзины. Не забудь, напомни, пока 11. Потому что я там в корзину отложил для камеры 2 батарейки, 2 аккумулятора запасные. Вот то, что вот это снимает. И в корзину положил еще 2 или 4 даже батарейки для экшн камеры, которые сейчас мне новые подарили. Она со съемной батареей. Я сразу 4 батареи заказал там. Ну, чтобы не так вот, как сегодня вот экшн села и все, и съемка закончилась. Да, он поменял, да. Поменял и все, У меня в рюкзаке она есть. Вот там, видать, батарейки старые уже или что, очень быстро садятся. Вот я сейчас заказал. Не знаю, если получится. Ну, это вообще заказал оригинально. Но это тебе надо до 12. Да, сегодня обязательно. Сегодня, ну, там скидка небольшая, но все равно скидка, как бы 11 ноября. Самые дешевые цены там. Ну, доставка долгая, правда. Ну, посмотрим. Надо сейчас. А это у тебя кто? Samsung? Это у меня Xiaomi. Xiaomi, Redmi. Ой, 5-я, наверное, что ли, Redmi. Redmi 5. Ну, он тоже что-то там наговорил, но он... Но он у меня отличный был, пока я его в лодке тогда не утопил. В воду. В воду не уронил. И теперь у меня очень быстро садится аккумулятор. Если у меня раньше хватало на день спокойно, теперь может, если интернет включенный, очень быстро сесть может. Вот сегодня я пользовался, он 66% с вчерашнего вечера. Так, ладно. Так, откуда начнем? Давай все брать не будем, чтобы время не задерживать. Игоря мы читали. Вот 2 последние. Закрытие 2-го сезона. Вот я буквально... Вот это все. Алексей Фетисов. Привет, мужики. Вся зима впереди. Все будет. Все будет, Алексей. Базара нет. Уже зима наступила, да. Ты нас обрадовал, что зима будет. Да, Владимир Никулин. Ну вы, мужики, даете. Геннадий, да ты как на водных лыжах по воде. Удачи вам! Привет Григоричу! Вот был бы с той стороны веревка, я бы тебя быстро потянул на лыжах. И ты бы... Иван Канев. Привет, Гена! Рисковые ребята, однако. Привет Григоричу.
Станислав Сайтаев. Спасибо. Станислав Сайтаев, коллега, с праздником тебя прошедшим, вчера праздник был. С днем настоящих мужчин, ни чешуи, ни хвоста. Вячеслав Морозов, привет из Рязани. Гена, передай Григорьевичу привет, здоровья ему крепкого. А от 3 болезней, что ты сказал, 3 болезни-то? Да. Это художественная самодеятельность, Работа, рыбалка и художественная самодеятельность. Чтоб не лечился, говорит, от этих. Неизлечим, да, это неизлечимо. Михаил Белов. Привет вам из Сочи. Видел ваши ролики с родной реки Усы. И я там всех узнал. Спасибо вам за эти видео, Геннадий. Увидел свои места. Михаил Белов. Если все срастется, если все получится, ты увидишь свои родные места еще и в марте месяце. Женька приглашает, Женька ждет. У Женьки весной день рождения. И мы с Серегой постараемся на день рождения поехать в эти места, как не то чтобы благородные, эти красивейшие места, богатые рыбой. Попробуем обязательно поехать туда, чтобы насладиться подледной рыбалкой на Хариуса. Так что, Миша, если все будет хорошо, ты свои места еще увидишь весной. Ну, все-таки расстояние не близкое, раньше навряд ли получится, только весной. Владимир Никулин. Григорьевич, оказалось, что мой коллега, я тоже работал на лесовозе 72 по 78 год в Комсомольске. А он, ну. Это Владимир Никулин, не знал такого? Никулин, фамилию слышал. 72 по 78, ты в это время на лесовозе Да, работал? я только, да, я и даже в 73-м немножко работал в Якше на лесовозе. Нет, Ну. я кран пригнал в Якшу, а на кране работы не было, там больницу строил. Вот, И 72. лесовоз стоит. Деревянка говорит мне, может на лесовозе поедешь? Я, блин, на лесовозе ездил, да, что холостяк, куда? Так что вот коллега у тебя Да. Владимир Никулин 72 по 78 работал в Комсомольске на лесовозе. Да, и он меня должен знать, он в Комсомольске работал, я в Якше жил год там. Ну, вот, оказалось, ну не знаю, значит. Да. О, супруга звонит. Что, скидываем? Скажем, что заняты? Ну ладно, возьмем. Да, дорогая? Геннадий, что, домой едешь, нет? Нет, у меня съемка идет, мы с Иваном Григорьевичем кушаем. А, вы остались еще? Конечно. Да-да-да. Мы Ну вот, наши, придется мне пешком идти, блин. в нашей уютной избушечке, да, мы кушаем, съемка идет, так что передай привет подписчикам, Ага, привет. друзьям нашим, супруга моя беспокоится. Я думала, что я с работы заберу, ну, пешочком прогуляются, да? Погода Ну, да, хорошая. ветер, конечно, сильный. Ну, погода хорошая. Ветер северный, умеренный, да сильно. Жерлицы оставили, на другом озере даже 6 поставили, так что есть надежда. Завтра первое, второе, и сходим, может быть, даже на третье. Надо ж те Ну, жерлицы давай, посмотреть. вечером звони. Все, вечерком созвонимся. Все, Да. хорошо. Всё, давай. Давай, пока-пока. И возможно встретимся. Так. Александра. С праздником 7 ноября. Здоровья, удачи на клев. Спасибо, Александра. Клюет потихоньку. Так. Рустам Мардиев. Напарник у тебя класс. То есть ты. Это я. Да. Вот я такой. Добрый Тёмыч, такой аккаунт, смотри. Ивана Григорьевича с детства помню. Понял, да? Батю моего точно знал. То есть ты у него отца знал. Здоровья вам, парни. Получается, твой земляк с Украины кто-то? Вот Добрый Да. Тёмыч. Кто? Добрый Тёмыч, но это называют Тёмыч, может Артемьевич Тёмыч. Но. Так что, Добрый Тёмыч, если можно поподробнее как-нибудь Да. напишите, как вы с детства помните Ивана Григорьевича, в комментарии или в личке. Иван Григорьевичу будет очень приятно узнать про земляков. Да. Телефон. Позвони. Так, Карфингард, очень люблю рыбалку, но опыта нет, опыта очень мало, есть чему у вас поучиться. Ну, я ему написал комментарий ответ и говорю, а что там уметь-то, говорю, наливай да пей. Не, говорит, я к этому, говорит, очень осторожно, но если, говорит, можно, приеду к вам на рыбалку. Я говорю, да почему нет, съездим, да, ради бога, Да, да, что? как Что этот- вдвоем, что втроем. Да, как этот кум говорит, я бы поехал на рыбалку, но я же ничего не умею. А что там уметь? Пузырь бери, да и наливай, да ты. Желнин или Желнин? Женин. Желнин. Ну, извините, если не так. Василий. Иван Григорьевич молодец. И трудится, и отдыхать умеет.
Ждем мороза и следующего видео. Привет из Крыма. Вот, спасибо. Крыму привет. Да. Сыктывкар Фишинг 11. Это Славка. Тоже блогер. Есть канал у него свой. Сыктывкар Фишинг 11. Приветствую, Геннадий. Думаю, жерлицы выстрелят. Иван Григорьевичу привет. И не болейте. Жерлицы выстрелили. Ты прав, Славка? Да. Сильно не стреляют, канонады нет. Вот но так, пуляют, да. как с двух стволов, только по две. По две. Ага. Сергей Кулаков. Иван Григорьевич, у вас заслуженный человек. Иван Григорьевич у вас заслуженный человек. Человек, вопросительный знак. Везде Я. попробовал. Везде поробил. Все выработал. При советах все проще было. Ну, наверное, да. Да, при советах было проще, но... А вон, как всегда, Сергей Башко. Ремесла и промысел с Сергеем Башко. Тоже автор канала. Всегда он творческий подход, всегда стихи. Вот и на этот раз у него стихотворение. Приветствую закадычных бесстрашных рыболовов. Вот вам поддержку. Первый лед. Зима настала. Незаметно. Стоят морозные деньки. Изо всех сторон неспешно пошли на речку рыбаки. Идут, укутавшись в тулупы. С пешней своей наперевес. Скрипучий снег под сапогами зовет скорее ловить в отвес. На лед ступают осторожно. Совсем он тонок и хрустит. Но в предвкушении поклевок их души сладостно пьянит. Да-да. Все сядут радостно у лунок. И время будто бы замрет. Ведь обещает клев чудесный, такой прекрасный первый лед. Спасибо, Сергей, Да. за творческий подход. Да. Всегда ты сможешь порадовать красивыми стихами. О, опять Франция. Жерар Депардье опять привет передает. Иван О, Григорьевич. спасибо. Привет, Геннадий, видео классные. Спасибо. Ивану привет. Что-то рыбацкого напитка мало. Мы же там чуть-чуть, помнишь-то? Ну да, ну это... Жду следующего ролика. Всегда ставлю лайк в начале видео. Привет вам из Франции. Жерар Депардье, привет. Да, вот приходи. Да, сегодня у нас рыбацкого... родичок. Да, наливай пока по маленькой, пока я читаю. Да, вот. Сергей Заякин, привет, какие вы красавцы, класс. Без имени. Ну как можно без имени? Есть такой аккаунт без имени. И спрашивает у тебя, Иван Григорьевич, вы в тундре на Тединке работали? Что такое Тединка? Тединка. Тединка? Нет, я на Саратаю. Саратаю. Да, Инзерей, А Саратаю. Тединка это какой-то чуть участок, дальше, да? Ну, да, месторождение. Тединка. Я так думаю, Иван Григорьевич вам ответил на ваш вопрос. Да, это Тединка, месторождение. Рядом Росихина, я на Саратаю работал. Вот так. Проезжаешь Инзерей, Сергей Саратаю. Черных, извините, а вы где находитесь, республика? Да в Коме республике мы находимся. Да. Так, и вот еще Астраханский сибиряк. Очень длинный комментарий, и я обязательно заскринил его, хочу прочитать, потому что он в тему вчерашнего праздника. Вчера не прочитал, потому что одному, во-первых, скучно, во-вторых, неинтересно, в-третьих, ну, сегодня лучше. Читаем. Привет, Геннадий, поздравляю нас с тобой, с нашим праздником, Днем милиции. Астраханский сибиряк. Милиции, конечно, нет уже, но полиция, было. все, да, полиция, какая разница? Между прочим, Смотри, по чарке обязательно надо поднять. Ну давай, с днем милиции, Да, с да, днем да. полиции, с Да. днем по чарке дай поднимаем. Бог всем ментам здоровья, Да, чтобы были крепкими и держали порядок. все правильно. Как Дай мне Бог. один человек сказал, как-то держали, а он говорит, нужны гробы. Я говорю, что, зачем нам гробы? Я говорю, мы жить собираемся. Ну, я, говорит, гробы делаю. Ну, вы не думайте, говорит, я про вас ничего плохого не намекаю, ничего, говорит, просто, говорит, хорошим ментам хорошие гробы, плохим ментам плохие сделаем, говорит. Ну, такой шутник попался, зачем? Вот. Ну, пусть он делает дальше себе. Да. Себе делает. Дай Бог здоровья. С праздником, коллеги!
первый не закусываю. Между прочим, отчасти я тоже принадлежу к милиции. Дружинником был? Нет. Когда отец самогон гнал, потухла печка. Я прихожу с школы, захожу, ну у нас дом и как бы типа сарай, летняя кухня. Захожу, а участковый стоит на коленях и дует в печку. Я, книжкой кинул, бегу в огород к отцу, он рыл картошку и кричу, мол, там милиционер пришел, а ты самогонку варишь. А он говорит, дует в печку. А пусть дует, что, сейчас я пойду. Пришел, тот так обиженно говорит, Григорий, у тебя все потухло тут. Ну, короче, посидели они там и все, разошлись. Так, читаем дальше. Привет, Геннадий, поздравляю нас с тобой нашим праздником Днем милиции. По чарке обязательно надо поднять, мы подняли. Что еще хотел тебе сказать? Посмотрел, вот тут надо внимательно слушать. Посмотрел один из твоих роликов, где ты обращался к подписчикам, что не будешь больше есть и говорить на камеру и все такое. Ну, было, мне говорили, неприлично чавкать, неприлично там на камеру кушать, там, я говорю, ну ладно, не хотите. Это же хотите, жизненно, это чисто вот. жизненно. Он говорит, больше есть и говорить на камеру и все такое. Я тебе прямо скажу, дружище, ешь на здоровье и говори, пей на здоровье и говори. И вообще, это твой канал, что хочешь, то и делай. Правильно, астраханский сибиряк. Ты на 100% прав. Тем и славны твои фильмы о настоящем быте и образе жизни настоящих мужчин. Конечно, это же не так себе просто. А не мажоров. Мажоры отдыхают. Мажоры могут только черпануть невода. И даже не черпануть, они придут, купят, твои едят и ну это нафиг. Да. Дело же не в количестве рыбы, а в самом процессе, правильно? Да. У нас Так, процесс. подожди, читаю дальше. Настоящих мужчин, а не мажоров. Кстати, ролики мажоров не смотрю. Все снимай и показывай как есть. Те, кто хамят тебе, или по их мнению учат тебя хорошим манерам, поверь мне, просто завидуют и не более того. Если кто-то хочет смотреть фильмы об охоте и рыбалке по какому-то сценарию, пусть смотрят художественные фильмы. Да. Можешь прям мой комментарий зачитать в своем фильме. Что мы и сейчас делаем. Я думаю, что такое же мнение у большинства нормальных мужиков. Еще раз, нас с тобой, с праздником, и всех ребят, кто рядом, с тобой причастных к МВД. Коллеги, от души поздравляю. Я хоть и пенсионер, но бывших ментов не бывает. Не бывает. Дай-ка баян. 20 лет. Дай-ка баян хоть. Наша служба опасна и трудна? Да и нет, когда-то Давай, и... дочитаю. Когда-то и С тобой играл. причастных к МВД. Ну, Григорьевичу огромный привести. Ну, привет, наверное. Ну, Григорьевич, огромный привет. Его тоже с праздником. Поздравь. Пусть он будет участковым всех озер и рек. Так что, Иван Спасибо. Григорьевич, ты участковый теперь. Погоны давай. Ну, тут немножко осталось еще, Паш. Давай, дочитай уже все. А. Гена, очень было приятно. Сергей Кулаков пишет опять, это второй ролик, последний уже был, крайний. Гена, очень было приятно, что ты назвал меня, упомянул мой комментарий у костра про Григорича. Вижу, что ценишь своих друзей, подписчиков, умеешь снимать интересные, от души есть блогеры, дрыгают удочкой, молчком, неинтересно. А ты относишься к тем, кто умеет сделать по уму. Сергей Кулаков. А как иначе? Да. Подписчики, это не просто подписчики на канал, это уже мои друзья. Многих я уже просто узнаю по имени, отчеству, по фамилиям. Да, и разве не Я интересно? 1971 рождения. Ну, почти ровесники мы. А в 71-м, 72-м Иван Григорьевич только на север приехал. Мне тоже. О, Юрка Кулагин, привет, дружище. Привет заядлому тандему. Вам неугомонным покой лишь только снится. Самое главное, отсутствие клёва не влияет на аппетит и настроение. Популярности каналу его героям тоже хватает. Здоровья вам, Геннадий Геннадьевич, Иван Григорьевич. С вами всегда душой. Может быть, и тело подтянем к весне. Юрка собирается весной приехать на рыбалку по Хариусу. Если получится, да, если вот он приедет, последнему то жду. мы обязательно съездим. Да. Так что, Юра, ждем.
Подтягивай свое тело сюда. Алексей Фетисов. Приветствую, Геннадий, Иван Григорьевич. Прогулялись, подышали свежим воздухом. И то дело. Лонели. Саня Хуснуддинов. Это в аккаунт Лонели. Какой Хуснуддинов? Хусаинов. Прошу прощения. Хусаинов? Хуснуддинов это Эдуард Хуснуддинов. Классный певец. Так, чайник сейчас уберу. Блин. Да я. Хуснуддинов. Это Эдик. Классные песни поет. Вообще здорово. Чайник закипел. Это Хусаинов, точно. Санька. Гена, привет. Такое ощущение, что это весна. Спускай лодку обратно. Шучу, конечно. Григорьевич бодрячком выглядит. Привет ему. Все-таки надо повременить, Гена, с рыбалкой. Совет. Ну, повременили. Никак. Нет, повременили мы сколько? 4 дня дома 4 сидели. дня уже. 4 суток. Никуда не выходили на Не речку. выходили. Удочки бери. Пошли на рыбалку. Да. Так. Санька. Куда делся? Так, привет, Санька, вон. Иван Питомец. Видишь, аккаунт такой. Привет, Геннадий, опасный лед. Григорьевичу привет. Нужно ждать морозов. Но морозы были целых 4 градуса. Да, что, даже мороз. Денис Ситливый, не знаю. Здорово, Геннадий, как всегда, только лайк, дружище. Очень опасная рыбалка, экстремала. Иван Перебатов. Ну, я больной на голову, но вы еще круче. Тоже ловит без льда. Кто же ходит по воде, как святой, Да. на лыжах? Дед Евс. Это аккаунт, но я знаю, зовут его Константин. Костян, привет. Вот он пишет комментарий. Привет, Гена, вы с Григорьевичем новый вид экстремального спорта осваиваете. Рыбное поло. Ползком. Александр Хозяинов. Гена и Григорьевич, приветствую. Очень рискуете, надо набраться терпения и подождать настоящего ледостава. Безопасность должна присутствовать обязательно. Смотрел и переживал. Главная рыбалка впереди, и она обязательно будет. Это по технике безопасности. Александр Хозяинов это счастливчик. Он выиграл термос Боббер, который я разыгрывал. Ну. Один на розыгрыш вот отправили, один мне на тест, один на розыгрыш. И я его разыграл. И вот Александр Хозяин был счастливчик. Напоминаю, что очень скоро, 13 ноября, это уже послезавтра, состоится розыгрыш. Завтра мы едем домой, 13 состоится розыгрыш. Кто еще не успел, в ролике про консервы, про солдатскую кашу, оставляйте комментарий, нажимайте на палец вверх, и тогда программа сможет выбрать именно вас, и вы в подарок получите кашу, рыбацкий напиток и еще кое-что. Там я рыбки завялил с первой рыбалки, то что мы на открытии льда. Я подсолил, провялил, так что подарок, посылочка будет вот просто такая. Ставьте лайки, комментируйте, и повезет именно вам. Так, Ольга Семенова. При такой обстановке, если не моготу, на лодке резиновой надо, провалишься, так хоть не намокнешь, или того хуже. Ну, того хуже. Анатолий Кричко. Добрый день. Лыжи на льду лучше держать на ширине плеч. Больше площадь захватывается. Понятно. Меньше удельное давление на лед. Сильно широко не стоит, чтобы оставалась возможность для маневра. Но лучше не рисковать попусту на глубине. И еще совет. Использовать спасалки. А, вот кто. Спасибо. Анатолий Кричко мне посоветовал. Точно, я сразу не мог вчера вспомнить. Да, сразу всплывешь. Использовать спасалки. 2 заточенные отвертки, связанные между собой веревкой. По вашему совету, Анатолий, я сделал 2 отвертки, связал их веревочкой. Теперь они на моем бушлате. Протянуты через рукава. Правда, через рукава я не протянул, а сверху кинул, потому что и в карман. Если что провалится, там с кармана достать уже можно, это не беда. Так просто они мешаются, болтаются. Отвертки все время висят у ладони на подхвате, чтобы, но если лед конкретно опасный, то можно просунуть и так, когда ты дорогу пробиваешь. Да. Отвертки все время висят на ладони на подхвате. Чтобы не пораниться, на них надо одеть резиновые трубочки, которые закроют жало. При ударе в лед трубки не помешают остриям врезаться в лед. Не один раз помогали из полыньи. Ну, в общем, все, это крайний комментарий. Я когда провалился, я нож достал и нож. Ну, видишь, да. И за нож. Потому что ногтями-то ты мало, да. Не, ногти вообще там. А 2 спасалки, это считай, цик, тын, Да. цик, тын. 2 отвертки. Главное сейчас- его
на лед перевалить. Да, чтобы А так валишь, он ломается. И еще совет, если ты провалился течением, надо стараться сразу не в ту сторону, куда течение идет, а против течения карабкаться, царапаться, чтобы тебя поднимет течение ноги, и тебе удобнее будет карабкаться. Вот а так тебя засунет. Вот я так и проваливался. Иду, снег кругом. По Печоре? Нет, по Мылуе. Ага. И вот такая вот полынья. Я потом буром уже проверил. И я, короче, а бур у меня в руке. Я иду, шух! И сразу бур поперек. И я это вверх, головой вверх, ноги у меня туда, раз течение, блин. Я с буром как и выковырялся туда. В одну ногу набрал. Короче, успела. Я когда поднял ноги, у меня ноги сухие были, вот тут сыро. Ну ты не до конца ушел по течению? Нет, что там, только я чуть провалился и бур сразу. Я наклонился так, и ты на Сойве тонул, говорят, да? Да. На Сойвинском мосту тоже тонул? Да, ну и там с лодки. С головой ушел, нет? Нет. Тоже нет. Там с лодки, и в лодку уже не можешь вылезти. А ты с лодкой был? Да. Лодки держишься, ногу вот так до уровня воды поднимаю, а в лодку никак. А и народ, не был, народ был, да? Ну народ-то там, блин. Ничего никак помочь никому? Ну а что они там? Ну давай, так я держусь, я ломаю лед этот и туда к берегу, где вот в этой заводе был толстый. И все в воде, лед. в холодной воде Да? сюда. А что? А если я зимой купаюсь в проруби, так что она? Не все равно? С ума сойти. Представляете, а? Я на это вот будет 19-го крещения. Я прихожу туда, я сперва зачерпнул ведро на себя, ших, второе, постоял на льду, залазил в воду, вода теплая, тут-то холодно, блин, туда залазишь, там тепло. Ну в этом году, да, было где-то градусов 20, наверное, было, я тоже искупался. Я даже на второй день потом баню Я бы не истопил, сказал. пацан пришел, говорит, ну что, я говорю, ты ходил на речку? Он говорит, нет, я говорю, пошли давай, беру лопату, думаю, там же замерзло. Пришел, блин, долбил, это выкинул шугу, баня топится, подъехали на машине прямо сюда к берегу, пошли, он, вот я беру ведро, я говорю, давай это, оболью. Что? Я говорю, да вон, зачерпнул на себя. Раз, одно ведро, второе. Постоял, я говорю, ох и холодно у вас здесь. Залезу в воду и даже не дрожал. Он, а что? Я говорю, так попробуй, полей на себя. Он раз ведро вылил, второе ведро вылил, постоял, говорит, действительно, тут мы залезли, он говорит, тут в воде теплее, чем наверху. А это летом кажется вода холодная, Ну. потому что... А там все равно 4 градуса. Ну это все равно без подготовки, я так думаю, опасно, может Но мы пришли, по мозгам дать. раз сели в машину, в баню приехали. Колючки, кругом веником, только дотронешься, колючки. Это видишь, в иголки. машине ехали, а представляешь, сразу вот окунулся и в баню сразу, вот это Да, было бы вообще... вот это было бы здорово. Ну я и позапрошлый год тоже был мороз. Я с Валей пришел, но Валя не купается, а я скупнулся, я приехал только в халате. В халате я снял там халат, блин, облился и залез, вылез, халат одел, сел в машину, говорит, поехали, воды наберем на дневальке. Я говорю, да на дневальнике очередь, давай, поехали в Сойву на ключ. И поехал в Сойву. Пока ехал в халате, понимаешь, я, блин, вспотел в машине. Вот халат просто, такая температура поднимается, блин. Пришел домой, она говорит, ты не мерзнешь? Я говорю, нет, вот смотри, какое все горячее. Блин. Она, ну, блин, я бы умерла там, если бы залезла. Я говорю, Ну что, Иван, давай еще по половиночке, да. Скажем, до Разреши. свидания. Не будем разрешаю, задерживать. да, не будем мучить людей. Кто-то, может быть, скажет, что да, как мне недавно появился комментарий, но человек, видать, недавно на моем канале или просто случайно зашел этот ролик, где мы с Игорем вот с собой открывали второй лед, наверное. А, или второй, да, на этом, на светлом. И что говорит хорошего? Полфильма жрут да пьют. Не, ну пока покушали, мы приехали в обед туда, ну обед по расписанию. Как-то мне тоже какой-то друг сказал на канале, ты, говорит, показывай, кушай, пей, показывай, говорит. Как, говорит, лунка, как же он сказал, как, говорит, рыба выходит с лунки,
одна за другой. Мы это, говорит, на других каналах посмотрим. Да, в Лунки Якутии. молча, говорит, просто выходит, рыба, молчком, говорит, рыба с лунки выходит, одна, вторая, Кинул третья. обратно Мы, поймал. говорит, это кинул. посмотрим на других каналах. Ну, и да, человек, кому-то нравится смотреть такое, как рыба выходит. Ну давай-ка я У нас попробую. рыба тоже иногда выходит. Давай сначала, потом попробуешь. Ну, сначала. Ну дай бог. Дай бог, Не скучайте. здоровья вам в наше нелегкое Рыбалки время. хорошие вам. Ну, самое главное здоровье. Да. Будет здоровье, будет всё. работа, будут деньги, будет всё. рыбалка. Будет рыбалка. Да, без здоровья уже Дай мало. бог. Здоровья всем. Вот. Нет, яблочко. Эх, яблочко. Иван Григорьевич Да, сказал, да. что одна семечка с яблока заменяет Да, дневную норму суточную потребность в йоде. в йоде, да. Так что семечки не выкидывайте. Ваня знает. Это для щитовидки. Что, ты хотел сыграть что-то, да? Мгм. Хотел попробовать. Может, а вдруг получится? Давай, попробуем. Я уж хотел было камеру выключать. Сейчас выключим там. Так, видно. Немного видно. Немного и надо. О, Нарьяне мар, мой Нарьяне мар, городок невеликий нема. У Печоры, у реки, где живут оленеводы и рыбачат рыбаки. У Печоры, у реки, где живут оленеводы и рыбачат рыбаки. Мы по тундре промчимся, словно ветер шальной, пахнут девичьи губки запаляной весной. Нарьяне мар, мой Нарьяне мар, городок невеликий нема. У Печоры, у реки, где живут оленеводы и рыбачат рыбаки. У Печоры, у реки, где живут оленеводы и рыбачат рыбаки. Ну как-то вот так. Ну, как-то получилось. Завершение. Будем репетировать будем. Ну что, Иван, давай по буль-буль. Нет, сперва бюльбюль оглы. Ну давай. Ты буль-буль там, я буль-буль здесь. Ты, уходя, оставляешь мне следа. Не поцелуй, от вялых лишь руки. Чтобы они иногда, хоть иногда, мне о тебе говорили, о тебе. Чтобы они иногда, хоть иногда, мне о тебе говорили, о тебе. Этот нежный дар весны не увядать тем фиалкам никогда. Только ты поскорей приходи, ты назови радостный день нашей встречи навсегда. Только ты навсегда приходи, назови
встречи навсегда. Ты, уходя, оставляешь мне всегда поцелуй, а фиалок лишь букет. Я хочу все цветы эти сберечь, чтобы назвать их цветами наших встреч. Я хочу все цветы эти сберечь, чтобы назвать их цветами наших встреч. Я первый раз эту песню слышу. Серьезно? Я не слышал раньше. Ну, старая эта Так песня, да? Бюль-Бюль-Аглы поет. Не, я слышал Пел, такое, то есть, пел. Буль-Буль-Аглы слышал? Ну, пел я. Бюль, да. Я ее в армии пел еще. Рекламная пауза, друзья. Ну что, Иван Григорьевич, на пасашок, как говорится. Да, за Печору. За Печору. Есть такая песня. Давай, дружок, на пасашок, давай за всех, за нас, за всех. Будет всем вам хорошо. И в добрый час, и в добрый час. Но мы эту песенку сыграем как-нибудь в другой раз. А пока вот я вспомнил одну хорошую песню. Правда, с памятью на слова, честно скажу, у меня очень и очень туго. Но, слава тебе, Господи, здесь есть интернет, и я нашел слова в интернете. И так что мы сейчас попробуем. Дуэтом. Да. Эта песня. Так, есть тут кто? Текст песни «Вдохновение огни Печоры». Не знаю, кто ее написал. Ну, в общем, ты закрываешь. Нет, вот так. Да, садись сюда. Или тоже слов не знаешь? Тоже слов не знаю. Я знаю третий час. А подпеваешь. Ну ладно. Давай. Солнце скрылось за высоким косогором. Ночь плывет, разная звезды по озерам. Веточек бледный взором. Зажигаются огни моей Печоры. Мы танцуем сквозь опушку.
Как-то вот так. Как получилось, вы Ну, уже не спасибо. обессудьте. Это песенку мы вспомнили, быстренько подобрали. Ну, без Ну, переборов, конечно, ну как получилось. Но это было... Так что, друзья, всем пока, всем до свидания Пока. и до новых встреч. Будьте здоровы. Ну а завтра у нас будет новая рыбалка. Да, и, Завтра и будет новый новые ролик. заботы. Да. До завтра, друзья, встречаемся на льду. Будьте здоровы еще раз. А мы еще немножко посидим, с вашего разрешения. Да. Еще рано. До завтра. До завтра. Прощальных слов не говори.